Лестничные площадки, такой напор и количество людей, которые одновременно вдруг ринулись спасать свои жизни, не выдержат. Это во-первых. И потом лестничные площадки не самый устойчивый элемент любого дома. Самый лучший вариант это, ну, американцы, например, они очень к этому серьезно относятся. У них есть, по-моему, из 3 слов состоит эта система. Значит, лечь на пол или присесть на пол, обнять голову руками и переждать землетрясение. Все. Не надо кричать, мама там, или куда-то бежать, или пытаться выпрыгнуть, не дай бог, пытаться выпрыгнуть еще из окна, думая, что может быть и я там спасусь каким-нибудь образом. Это все глупости. Надо оставаться дома. Причем американцы, они пошли еще дальше, например, они говорят вот, пожилым людям, что делать при этом. Ну, у всех у нас есть бабушки, дедушки, например, ночью. Это бесполезно пытаться там за 20 секунд пожилого человека поднять куда-то, там все говорят, в ванну надо бежать, в ванне все не поместятся. Да это тоже глупость. Надо просто лечь возле кровати. Сразу скатиться-то легко. И если, скажем, балка падает на вас, она падает вот так. Да. То есть одним краем на кровать, а другим краем на пол. И тут остается такой, называют, треугольник безопасности.